Наш эфир продолжит брифинг о работе по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников СВО из республики. Предлагаем послушать. Оперативный штаб Республики Саха-Якутия продолжает работу по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции оснащением и снаряжением. На этой неделе в зону специальной военной операции направлены 6 тысяч единиц традиционных продуктовых наборов для бойцов из Якутии к 9 мая. Также отправлены 3 единицы автотехники. Республикой продолжается на постоянной основе сбор и доставка гуманитарной помощи от предприятий, организаций и жителей республики. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции снаряжением и оснащением продолжаются. Далее в эфире новости. В студии Надежда Саханская. Добрый вечер. Коротко о темах. С сегодняшнего дня закрыта ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях. Мониторинг состояния автозимника ведется ежедневно. Филиал Центра «Воин» в Якутске отметил 2-летие работы. За это время обучение в центре прошли более 4000 курсантов. В Якутске кипит спортивная жизнь. Стартовало первенство Дальнего Востока по настольному теннису среди детей до 14 лет. В День Республики 27 апреля глава Якутии Айсен Николаев проведет традиционную прямую линию. Трансляция эфира начнется в 19:00 по местному времени. Также в День Республики организуют различные праздничные мероприятия как в улусах республики, так и в городе Якутске. Традиционно пройдут возложение цветов к памятникам основателям республики, видным общественным и политическим деятелям. С 15 апреля в Якутии закрыли 12 автозимников в районах. Подходы к ним перекрываются, а вместе с тем проводятся профилактические патрули для выявления нарушителей. Подробнее о том, какие участки будут затронуты, в сюжете далее. Одной из первых закрыли ледовую переправу Якутск-Нижний Бестях по федеральной автодороге Колыма. Кроме того, по маршруту Хатас-Павловск снижена грузоподъемность до 10 тонн. Планируемая дата закрытия – 17 апреля. Сейчас по ледовой части образования колеи идет, заполняется в дневное время водой. И вот на подходах грунтовой части образования колеи глубиной более 20 сантиметров, что затрудняет движение транспортных средств и не обеспечивается именно безопасность дорожного движения. И на протоках появляется вода поверх льда глубиной более 30 сантиметров. Сегодня также закрыта основная переправа Медина-Алдан-Кестиль через реку Алдан. А на участках через реку Вилюй все еще действует ограничение тоннажа, также до 10 тонн сроком до 17 апреля. Постоянно проходит мониторинг состояния автозимников. С их закрытием сотрудниками ГИМС совместно с правоохранительными органами будут проходить профилактические рейды. В целях безопасности проводим совместное патрулирование, административную и профилактическую работу по недопущению несанкционированных выездов на лед автотранспортных средств. Согласно КАП Республики, за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Выезд на закрытые ледовые переправы категорически запрещен и крайне опасен для жизни. Весеннее потепление также потихоньку затрагивает северные и арктические районы республики. Так проходит постепенное снижение допустимой нагрузки, а полное закрытие ожидается с 20 апреля в зависимости от погодных условий. По арктическим районам на сегодняшний день переправы и зимники функционируют, но грузоподъемность снижена до 10 тонн. Есть участки, например, в Вилюйской группе района, в Кобяйском районе, где зимники тоже на сегодняшний день уже закрыты. Закрытием переправ свою работу начнут суда на воздушной подушке. Так, для жителей Якутска они будут работать на станции Намыв, а также на основных маршрутах, как Медина-Алдан-Кестиль, Кангаласы-Соттинце. Тарифы на перевозки начнутся с 2500 рублей с человека. Тимур Колмогоров, Иван Саракумов, Якутск.
Из-за роста цен на авиабилеты между Якутском и Среднеколымском появилась отличная альтернатива – маршрутно-комфортабельных микроавтобусах. Путь длиной 1875 километров занимает 2-3 дня. Пассажиры не только экономят, но и успевают полюбоваться живописными северными пейзажами вдоль автозимника. Несмотря на сложности, неидеальное качество дорог, нехватку заправок и мест для питания, новый сервис быстро завоевал доверие. Он надежный и по доступной цене связывает города, давая жителям севера реальную замену дорогим авиаперелетам. Я вот решилась поехать на машине к себе на родину в отпуск, так как билеты на самолет очень дорогие. Раньше были субсидированные билеты для жителей Арктики, да, почему-то в этом году их нет. И поэтому, кажется, люди уже вынуждены будут и ездят. Едем вторые сутки, дорога вроде нормальная. Вон даже ребенок с нами едет тоже. И дальше со Среднеколымска еду в Андрюшкино. Это тоже часов там 7-8 часов. Ровно 2 года назад в Якутии открыли филиал Центра «Воин». За это время более 400 школьников и студентов прошли курс военно-тактической подготовки. В Музее России «Моя история» открыли сразу 3 выставки, посвященные работе центра. Помимо экспозиции для детей развернули интерактивные мастер-классы. Инструкторы обучали оказанию первой помощи, управлению беспилотным летательным аппаратом и стрельбе в электронном тире. 2 года тому назад, 15 апреля, мы уже открылись. Уже так быстро прошло 2 года. За эти 2 года обучения прошли 486 курсантов. Это что означает? Это означает, что мы уже идем в правильном пути. Дети уже желающих учиться и быть патриотом нашей Родины очень много. Поэтому этот Центр «Воин» должен сильно развиваться. И мы должны конкретно воспитать новое поколение патриотов нашей Родины. В Амгинской центральной районной больнице организовали необычную встречу для будущих мам. Вместо традиционных лекций мероприятие прошло в формате живой игры беседы под руководством заслуженного врача РФ Евдокии Долгуновой, где обсуждались вопросы здоровья, питания и психологической подготовки к родам. Медицинский персонал отделения провел для участниц интерактивы и мастер-классы, включая игру «Аптечка настроения». Будущие мамы смогли на практике освоить дыхательные техники и познакомиться с методами ароматерапии для поддержания эмоционального равновесия. Рассказываем о диете, режиме, питании и вообще о информации, о том, что как беременность должна протекать. У нас в нашем районе в приоритете вопросы материнства и детства. И когда была оптимизация, на участках у нас не оптимизированы акушерки. И поэтому во всех населенных пунктах, участках у нас есть акушерки, которые даже если 1-2 беременности, они помогают, поддерживают. В Сунтарском филиале Нерингринского медицинского колледжа прошел профмарафон для выпускников и молодых специалистов здравоохранения. Нынче колледж оканчивает 30 студентов. В семинаре мастер-классы по первой помощи под девизом «Сила в действии», основы медицинской диагностики, эффективная коммуникация с пациентами, а также квест-игра и обсуждение актуальных вопросов. Мероприятие получилось насыщенным и полезным для будущих медиков. Сегодня проводится марафон для студентов Нерингринского колледжа, филиала в нашем селе, в Сунтарском районе, со старшими медицинскими сестрами, будущими наставниками наших молодых специалистов, которые прибудут уже осенью этого года в наши ряды в ГБУ РСЯ Сунтарскую ЦРБ. Марина Кривошапкина воплотила детскую мечту, стала коневодом. Для якутов лошадь не просто животное, а священный символ. И 4 года назад Марина, заручившись поддержкой семьи, зарегистрировала ИП и начала свое дело всего с 2 жеребят. Сегодня в ее хозяйстве уже жеребец и 10 кобыл. Забот прибавилось, но это только радует Марину. Тем более, что весна уже на пороге. У нас 1 табун, 1 жеребец и 10 кобыл. Зиму пережили хорошо, зима у нас нынче была теплая, поэтому зимой проблем не было. Новую кобылу приобрели, купили из Орданухи. В будущем дальше разбиваться. Очень мечтаем приобрести трактор. Для хозяйственной работы нужен этот трактор. В этом году планируем оставлять всех жеребят. 10 кобыл, очень надеемся, что все 10 родят.
В Намском доме творчества имени Онегины Ильиной состоялся первый профессиональный конкурс среди художественных руководителей Верхневилюйского улуса. Мероприятие посвятили памяти Марианы Долгуновой, выдающегося деятеля культуры, чьи коллеги и близкие делились теплыми воспоминаниями в перерывах между этапами. Программа соревнований включала 4 испытания: презентацию визитной карточки, творческий номер, защиту авторского проекта и демонстрацию навыков работы с аудиторией. Жюри отметил высокий уровень подготовки и индивидуальный стиль каждого участника. Якутск принимает одно из ключевых детских спортивных событий Дальнего Востока. В Якутске стартовало первенство по настольному теннису. За теннисными столами сильнейшие юниоры округа. Кто сегодня задает темп игре и насколько напряженная борьба, в материале далее. С первых розыгрышей высокий темп и борьба за каждое очко. На площадке более 100 участников из 9 регионов Дальнего Востока. В Якутск прибыли команды, в том числе из Бурятии, Забайкальского края, Камчатки и Сахалина. К турниру команды готовились заранее. Мы усердно тренировались в нашем зале, и нас мотивирует, что мы можем поехать в другие города с нашей командой, играть и выигрывать призы. Наш настрой боевой, надеемся, что мы выиграем. У нас первых с Забайкальем, мы их выиграли 3-0. У нас предстоит встреча с Приморским краем. Надеюсь, что мы хорошо себя покажем, и они, будет достойная игра. Хозяева площадки – сборная Якутии, выступают в полном составе. Спортсмены тренируются под руководством старшего тренера Василия Румянцева. В регионе настольный теннис развивается на базе спортивных школ. Спортсмены регулярно участвуют в окружных и всероссийских соревнованиях. Наш тренер сказал нам, чтобы мы не нервничали, играли спокойно, хладнокровно. И за каждое очко надо бороться. Если проигрываешь, то все равно надо биться до конца. На мой взгляд, самая сильная команда для нас будет полуфинал с бурятами. Они очень сильные команды. Игры проходят одновременно на нескольких столах. Участники выступают в личном и командном зачетах. Каждая встреча влияет на итоговое положение в таблице. Матчи проводятся до 3 побед в партиях. Конкуренция достаточно высокая. Здесь можно отметить их, скажем так, еще небольшую нестабильность, но в то же время уже сейчас проглядывается, кто из этих детей будущие звезды нашего российского спорта, в том числе Дальнего Востока. И это уже очевидно, уже на данном этапе. Соревнования продлятся до 19 апреля. За несколько игровых дней участники проведут серию встреч. По итогам определят победителей и призеров. Лучшие представят Дальний Восток на первенстве России. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.